Сессия Госсовета на этой неделе была как никогда интересной. Новые лица в парламенте делили портфели. На сторону ни один не ушел. Все в руках единороссов. Были и неожиданные кадровые решения. Мало кто из наблюдателей, например, прочил место сенатора Валерию Маркову и ожидал, что сразу две дамы откажутся от ректорских кресел ради сугубо политической карьеры. Подробнее Татьяна Супряткина. Нынешняя сессия во многом стала определяющей. По сути, депутаты решили, кто в ближайшие 5 лет будет руководить законотворческой деятельностью региона. По кандидатуре первого вице-спикера, кажется, ни у кого сомнений не было. Почти сразу, как Александр Макаренко стал главным единороссом региона, именно ему партийцы, которые в новом созыве парламента составляют рекордное большинство, 26 из 30 кресел, и прочили эту должность. За руководителя фракции депутаты проголосовали почти единогласно. Также кресло вице-спикеров заняли депутаты из прошлого созыва Владимир Косов и директор Сыктывкарского лесного института Валентина Жиделева. В статусе заместителя председателя Государственного совета Республики Коми я уверена, что в мои обязанности будет входить и курирование вопросов образования. И вот, может быть, мы с вами, с депутатами, еще больше сможем сделать для продвижения тех замечательных идей, которые были в течение всего этого времени у меня как у руководителя Сыктывкарского лесного института. Отличились депутаты-новички. Руководителем комитета по социальной политике стала Наталья Паншина, директор Печорского промышленно-экономического техникума. Еще один педагог со стажем, ректор Академии госслужбы Нина Нестерова, возглавила комитет по законодательству и местному самоуправлению. Для многих такой поворот оказался неожиданностью, а вот сама Нестерова ничего неожиданного в этом назначении не видит. Во-первых, я ректор Академии государственной службы и управления, и законодательная работа и законодательная, мы постоянно участвуем в процедурах экспертизы, работать вместе с органами государственной власти, с Государственным советом. Это был процесс непрерывного сотрудничества. У нас очень сильный юридический факультет, у нас правоведы высокого класса. Академия специализируется на государственном праве, прежде всего конституционном праве, поэтому это нам знакомо, это нормально, это такая наша обычная нормальная работа. Комитет по природным ресурсам и экологии тоже достался новичку, и тоже по веской причине. Прежде Василий Смалий руководил депутатским корпусом в Инте и с вопросами экологии знаком не понаслышке. Город Инта, вы знаете, что он у нас производственный, угольный город. Я думаю, что комитет по направлению, я сам выходец из города Инты, думаю, что с этим комитетом более-менее справлюсь. Коллеги мне пообещали, что помогут. Я думаю, что направление знакомо. Экология, производство, природные ресурсы. Экология – это уже вопрос на следующей сессии по экологии. Это бездомные животные. Тоже самый значимый вопрос не только для городов, для сел и для районов, для всех жителей республики. Депутаты лишь не назвали имя руководителя комитета по бюджету, не смогли определиться с кандидатурой. Нужен тот, кто подтянет экономический блок. В это непростое для региональных финансов время. Но безвластия в комитете не будет. Заместителем, как в прошлый созыв, останется директор Комэнерго Иван Медведев. Неожиданно для избирателей Госсовет покинул Валерий Марков. Его определили сенатором от парламента Коми. На этом посту один из старожилов сменит Валерия Жилина. Как депутат Марков избирался по одномандатному округу, а значит заместить его мандат можно будет только на выборах, которые пройдут в единый день голосования через год. Задача одна, в смысле, то, что касается интересов республики, потому что Верхняя палата, в общем-то, конечно, она соучаствует в подготовке законопроектов, вроде бы, когда там основная работа идет в Государственной Думе, но, тем не менее, она как бы подключается на последнем этапе. Это не всегда хорошо, и знаю по работе в Государственной Думе, когда уже отсогласовано внизу, наверху уже, даже если будет какие-то возражения, уже не просто вклиниваться, значит, нужно работать с нашими депутатами в Государственной Думе достаточно плотно, чтобы те законодательные акты, которые готовятся в Федеральном собрании и которые касаются очень серьезно нашей республики, все-таки они удовлетворяли всем нашим пожеланиям, нашим чаяниям. Таким образом, впервые в истории парламента Коми все ключевые позиции разделили между собой единороссы. Теперь, как в той поговорке, взялся за гуш, не говори, что не дюж, придется работать на совесть, чтобы через 5 лет избиратели могли уверенно сказать, что в своем выборе они не ошиблись.
Татьяна Супряткина, Олег Юшков. Об итогах кадровых назначений в новом Госсовете Коми.